В эфире новости расскажем о главных событиях к этому часу. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. 7 новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Якутии за минувшие сутки. Главврач Московской клинической больницы записал шокирующее видео из реанимации, где находятся пациенты с COVID-19. Вскрытие рек в Якутии может произойти раньше срока, прогнозы гидрологов в конце выпуска. Семь человек с коронавирусной инфекцией выявили в Якутии за минувшие сутки. Впервые есть случай заражения в Аймиконском районе, конкретнее в поселке Уснера. Меры по изоляции приняты, выявляются контактные лица. После их полного обнаружения и забора проб анализы доставят вертолетом в Якутск. Далее будут приниматься соответствующие решения о введении особого режима в населенном пункте. 5 человек зарегистрированы в Якутске. Из них 2 человека прибыли с Чииндинского месторождения из-за тяжелого состояния. Еще 2 человека – контакты ранее выявленных больных коронавирусом. И 1 заболевший судебный пристав столичного управления. Мы пока не понимаем источник его заражения, но так как вчера это только было вечером выяснено, надеюсь, что работа, соответствующая управлением Роспотребнадзора, управлением здравоохранения, будет проведена. 7-й случай за прошедшие сутки зарегистрирован в Ленском районе. Это еще один рабочий с Чииндинского газоконденсатного месторождения. Его вывезли с вахты в райцентр по медицинским показаниям для оказания необходимой помощи. Соответственно, мы сейчас принимаем меры по дальнейшей локализации больных, по выявлению их контактов. Особенности это важно, еще раз повторю, для города Якутска. И здесь, конечно же, еще раз повторюсь о соблюдении режима самоизоляции. Опыт других городов показывает, что при соблюдении мер изоляции, при недопущении различных контактов в общественных местах, все-таки соблюдение таких ограничительных мер позволяет через некоторое время добиться уже прогресса. Очень надеюсь, что по Якутску мы все-таки ситуацию удержим под контролем, и у нас дальнейшего бурного развития новой коронавирусной инфекции здесь не будет. Также, конечно же, особое внимание надо уделить нашим промышленным городам, где есть случаи коронавирусной инфекции. Глава сказал, что особое внимание будет уделяться промышленным городам. Николаев отметил слаженную работу оперативного штаба Алдана. Об эпидобстановке в карантинном городе с места событий. Руслан Павлов. За последние сутки в Алдане 0 положительных результатов по коронавирусу. Это, конечно же, радует. Ну а сейчас мы спросим главу района Северина Николаевича, он же начальник оперативного штаба, как себя чувствуют пациенты, эти 43 человека, которые находятся в больнице. Я думаю, эти вопросы лучше задать медицинским работникам, но по тем данным, которые у нас есть, основная часть чувствует себя удовлетворительно, но тем не менее соответствует тяжести заболевания, потому что коронавирус достаточно непростое заболевание. 2 пациента у нас, к сожалению, находятся в тяжелом состоянии, но все медикаменты, которые и все лекарства, необходимые им на сегодняшний день для лечения, получены. Я хотел бы тоже поблагодарить Минздрав о том, что они оперативно отреагировали, и все противовирусные препараты, которые на сегодняшний день используются в лечении, они доставлены в Алданскую центральную районную больницу, и все это работает. Более того, у нас подготовлены к работе 16 аппаратов искусственного дыхания, которые протестированы, проверены и на сегодняшний день работают. Также в Алданской центральной районной больнице она дооснастилась и на сегодняшний день развернута на 170 койках. Отсутствие больных, отсутствие выявленных диагнозов за прошедший день – это не повод успокаиваться и не повод расслабляться. Наоборот, надо, так сказать, сконцентрировать все силы для того, чтобы удержать этот порядок. Надеемся, что и дальше так пойдет, но, опять же говорю, никоим образом мы не расслабляемся по поводу отсутствия заболеваний за прошедший день. У нас уже был такой день, но на следующий день у нас пришло еще 2. Поэтому, еще раз говорю, тут на сегодняшний день мы работаем в таком режиме очень напряженном. Лаборатория у нас сейчас оснащается новым оборудованием. Это повысит количество
анализов, которые мы делаем? Конечно, повысит, и тем более это новое оборудование, которое работает, соответственно, уже в другом темпе, и не только повысит количество, но и, наверное, повысит время обработки анализов и выдачи конечного результата. Отдельная благодарность, конечно, это компании «Полюс Алдан», которая всемерно помогает Алданскому району преодолеть сегодняшнюю ситуацию. И вот по линии как раз «Полюса Алдана» закуплено 2 анализатора, которые будут у нас поставлены в нашей больнице в дополнение уже к существующим мощностям. И я уже говорил, наверное, в прошлом интервью, что компания поставила 6 аппаратов искусственного дыхания в нашу больницу, поэтому, конечно, они помогают в полной мере. Но и другие компании тоже не отстают, конечно, не в таком объеме большом, но тем не менее закупают маски, закупают СИЗы для того, чтобы помочь нашим медицинским работникам, вообще тем людям, которые находятся у нас в прямом контакте с больными. Сегодня мы еще ждем результаты 34 проб анализов, ну а мы следим за развитием событий. Главврач Московской клинической больницы записал видео из реанимации, где находятся пациенты с коронавирусом. Он попросил людей соблюдать режим самоизоляции и не заниматься самолечением, так как это приводит к тяжелейшим последствиям. В последнее время очень много в отделении реанимации нам привозят молодых пациентов в крайне тяжелом состоянии, которым требуется проведение искусственной вентиляции легких. Реанимации работают в загруженном режиме. Пациентов, повторяю, очень много, и с каждым днем становится все больше и больше. Особенно молодых пациентов в возрасте в районе 40 лет, которых привозят уже в тяжелом состоянии. Избежать можно только этой ситуации только одним способом. Либо вы находитесь в режиме самоизоляции, а в случае появления каких-либо симптомов незамедлительно обращаетесь к врачу. Прекратите лишние контакты, тогда возможно будет избежать и тяжелого состояния такого, и попадания в реанимацию. И тем самым вы сохраните и себе жизнь, и жизнь своим близким. Порядка 1,5 миллиарда рублей направят в резервный фонд республики на борьбу с коронавирусной инфекцией. Глава Якутии подписал распоряжение о переводе средств, запланированных на реализацию ряда крупных объектов. Айсан Николаев сказал, что по негативным прогнозам борьба с распространением коронавируса может затянуться до конца года. К сожалению, мы не можем надеяться на быстрое завершение истории и жить как раньше. Всего под уменьшение бюджетных ассигнований попали 24 объекта и направления. Это Арктический центр эпоса и искусств, креативный кластер в Якутске и ряд других объектов. Ранее заложенные на них почти 1,5 миллиарда рублей пойдут на борьбу с инфекцией, поддержку системы здравоохранения, исполнение социальных гарантий и поддержку стратегических отраслей экономики. Обещания, которые ни на что не влияют, не нужны. Владимир Путин поручил банкирам оказать помощь гражданам на фоне пандемии. Российский лидер напомнил о мерах поддержки, включая каникулы по ипотечным и потребительским кредитам для граждан, чьи доходы сократились более чем на 30%, а также льготных кредитах предприятиям на пополнение оборотных средств и выплату заработных плат. Путин заявил о необходимости создания условий по кредитованию на долгосрочную и среднесрочную перспективы. Назвал рост объемов льготного кредитования важнейшим фактором восстановления и дальнейшего развития экономики России. Кроме того, президент поручил банкам обеспечить устойчивость системы и не допускать критического накопления так называемых плохих долгов, срывов и сбоев в работе. Для этого предусмотрен ряд инструментов, включая и гарантии Министерства финансов и Внешэкономбанка. В принятых решениях мало объявить, уважаемые коллеги. Нужно так отработать все этапы их реализации, чтобы помощь пришла вовремя, чтобы ей могли воспользоваться те, кто в ней действительно нуждается. Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны. И эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов, будет низким. Прошу правительства внимательно проанализировать ситуацию и вместе с Центральным банком оперативно внести необходимые изменения в нормативную базу. Здесь есть о чем подумать. Вновь обращаю внимание. Все инструменты поддержки, включая банковские продукты, льготные программы, должны быть максимально доступны для тех граждан и предприятий, для которых они и предназначены.
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки почти на 4800 человек. У каждого второго не наблюдалось никаких клинических показаний и симптомов. Общее же число заболевших вплотную приблизилось к отметке в 63 тысячи. За сутки умерли 42 пациента с коронавирусом. За весь период скончались 555 человек. Почти 5000 человек выписаны из больниц после выздоровления. Когда школы закрыты, а целая страна находится на карантине, забота о подрастающем поколении превращается в полноценный труд. Венгерская семья воспитывает 10 детей и на подходе 11-й. Как семья справляется с домашним детским садом, расскажет Сергей Берец. Кому скучно сидеть дома на самоизоляции, может брать пример с трехкратного чемпиона мира по гребле Мартина Йоба и его жены Доры из венгерского города Сегед. У них 10 детей. Семья обходится 2 холодильниками, большим морозильником, ездит на 17-местном автобусе и каждые 3 дня закупают полные тележки продуктов. Но самой большой проблемой для родителей стало домашнее обучение. 6 старших детей уже несколько недель занимаются дома. Все задания должны быть согласованы, выполнены и возвращены вовремя. Впрочем, по наблюдениям Мартина Йоба, изоляция помогает детям стать увереннее, охотнее участвовать в уборке дома, играть вместе и собирать за собой игрушки. Все это позволяет членам семьи сблизиться и проникнуться общими ценностями. Этот вирус изменил многое. Давайте будем откровенны. Мы все время спешили, часто не обращали внимания на наши отношения. И теперь, когда все сидят дома, это шанс для семей укрепить связь между мужем и женой, родителями и детьми. Пара не планирует останавливаться на 6 девочках и 4 мальчиках, а также на том малыше, который скоро родится. Несмотря на все трудности, Мартин и Дора надеются пополнить семью еще 1 или 2 детьми. Специалисты назвали сроки вскрытия рек в Якутии. Ледоход на Лене должен пересечь границу в начале мая. 3-4 числа его ждут в районе поселков Витим и Пеледуй, а к 8 мая в городе Ленске. Сегодня ледоход уже прошел Усть-Кут, так что не исключенный сдвиг сроков на более ранние числа. О прогнозах гидрологов Олеся Васева. Спускаться к реке сейчас строго запрещено. За соблюдением правил безопасности следят сотрудники ГИБДД, ГИМСа и административной комиссии. Ледовая переправа Ленск-Витим-Пеледуй, как и остальные по району, закрыта с 13 апреля. И мы работаем не только, в общем-то, на месте по реке Лена, но и работаем с главами, работаем с населением. Практика показывает, что за период март-апрель нашей работы, а сегодня уже с понедельника 6-й этап начался работы в данном направлении. И в этом направлении, в общем-то, происшествий не произошло. Желающих воспользоваться переправой уже нет. Пугает штраф. Для физических лиц он от 3 до 5 тысяч рублей. Да и невооруженным взглядом видно – рискованно. Вода постепенно выходит на лед. Скрытую опасность представляют малые реки, впадающие в основное русло. Но это не останавливает тех, кто катается по пляжу для развлечения. Мы видим, что у нас речка Муктуйка наполняется водой. Проезд на пляж уже небезопасен, но тем не менее некоторые люди пытаются туда проехать. Просим воздержаться от этих опасных переездов. Притягивает река Ленчаны во время ледохода, а ждут его в районе через неделю-полторы. Река уже прошла в Усть-Куте. 3-4 мая прогнозируют начало ледохода в поселках Витим и Пеледуй. В Ленске река пойдет к 8 мая. Но специалисты не исключают сдвигов в более раннюю сторону. Прогноз прохождения паводка в Ленском районе спокойный. Комиссия по чрезвычайным ситуациям района держит связь с республиканским центром. По Ленскому району неблагоприятных явлений прогнозов вообще не ожидается. Снегозапас в Иркутской области хороший. У нас тоже снега достаточно. Уровни льда, толщина льда меньше средних многолетних значений, поэтому никаких опасений по Ленскому, по крайней мере, району не звучало. Оперативная группа, которая будет отслеживать прохождение ледохода на Лене, прибудет в Ленск 26 апреля и пробудет здесь, пока лед не покинет территорию района. Олеся Васева, Олег Соснин, Анатолий Гуськов. Телеканал «Алмазный край». На этом пока вся информация. До встречи в следующем часе.